Сотрудники правоохранительных органов при задержании Нилуфар Раджабовой, дочери политзаключенного, не оскорбляли ее и не угрожали ей. Об этом заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Таджикистана. Он отметил, что суд уже вынес решение и в этом деле поставлена точка. Я напомню, 14 декабря прошлого года Раджабову задержали сотрудники милиции. По ее словам, они это сделали за ношение хиджаба. Анушер Ванарипов продолжит. Нилуфар Раджабова до конца верила, что справедливость восторжествует и милиционеров, которые ее унижали и оскорбляли, накажут. Однако попытка женщины защитить себя от произвола милиции привела к тому, что саму Раджабову обвинили в мелком хулиганстве и оштрафовали на $57, говорит она. Это на $1 больше пособия, которое Раджабова получает в месяц на 2 детей с инвалидностью. Если в деле поставлена точка, 2 суда она проиграла, то почему до сих пор сотрудники милиции не вернули ей мобильный телефон, который конфисковали при задержании, спрашивает женщина. Если все решения суда вынесены, то до сих пор почему мне мой телефон не вернули? Вот ровно 2 месяца прошло, до сих пор его мне не вернули. И ни разу не позвонили. Нилуфар Раджабова действительно была задержана и 10 часов провела в отделении милиции. Этого в МВД не отрицают, хотя такое длительное задержание без предъявления обвинений уже является нарушением ее прав. Но министр внутренних дел отметил, что никаких противоправных действий сотрудники ОВД в отношении женщины не совершали. И затем подчеркнул, кто ее брат и отец. Суд вынес решение за оскорбление. Точка была поставлена судом. Никаких нарушений со стороны работников выявлено не было. Ее отец осужден на 28 лет за терроризм. Брат за эти преступления находится в розыске. Она оштрафована за неуважение. А в комитете по делам женщин, сотрудница которого присутствовала при задержании Раджабовой, частично признали свою вину и сделали выговор своему работнику за некорректное поведение. Действия сотрудницы нашей структуры были некорректными. Как рассказала Нилуфар, ее схватили за руку и повели в отдел. Работа не должна проводиться подобным образом. Нельзя унижать честь и достоинство человека. Надеемся, что впредь таких случаев не будет. Международные правозащитные организации неоднократно заявляли, что в Таджикистане преследуют семьи оппозиционеров, проживающих за границей. Задача – вынудить критиков власти замолчать или вернуться на родину. Увольнения, допросы, слежка, открытые и анонимные угрозы. Власти Таджикистана используют обширный набор репрессивных мер, утверждают правозащитники. Заявление главы МВД Рамазана Рахимзода, что сотрудники милиции закон не нарушили, это дискредитация таджикской милиции самим министром перед таджикским обществом и международным сообществом. Он признал тем самым, что такие, как Истамзуда, это суть и гордость и лицо таджикской милиции. Пока что продолжать тяжбу с правоохранителями Раджабова не планирует, но уверена, что рано или поздно справедливость восторжествует. Анушер Ванарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия.